Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, друзья. Сегодня 8 октября 2021 года, 21:00 по Берлину и 22:00 по Джахару. И с вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality, где вам расскажут реальное положение вещей. Да, Алмула. Приветствую еще раз, друзья. Так, что-то я не вижу ваших комментариев. Вот теперь вижу. Хамзат Гилаев, Заира, доктор, Дмитрий и Саид. Всех приветствую. Ва алейкум ассалам. Всем вам рад. Всем вам рад. Как известно, сколько сейчас Путину? 52-го, он уже 70 или сколько ему? 56-го. Неважно какого года этот мерзавец-ублюдок, но на его день рождения обязательно происходит убийство. Потому что эти люди, как мы знаем, питаются кровью, жизнями, страданиями других людей. И мы сегодня поговорим об этом. В 99-м году, пока вы собираетесь, я начну просто, будет сегодня несколько тем, я коснусь Новой газеты, Милашиной, Муратова, блестящей речи эстонского экс-президента, ну и так далее. Но начну я с нашей основной темы геноцида в Чеченской республике Ичкерия российской оккупационной армии. Забывая вот о тех преступлениях, которые совершали, или делая вид, что забывая, или переключая наш фокус внимания на сегодняшних марионеток, которых Россия усадила, о которых даже не произносили имени наши президенты, наши лидеры, потом уже в конце вынуждены были произносить и говорить это имя. Сегодня происходит подмена понятий. И поэтому, чтобы не происходило этих подмен понятий, мы будем рассказывать о тех преступлениях, о тех массовых преступлениях, которые совершала русская армия от лица русского народа по велению и приказу КГБ, ФСБ и Кремля. Это одно и то же на сегодняшний день, но и было всегда одним и тем же, потому что сегодня выходец из КГБ является президентом или царьком России. До этого был другой царек, который, может быть, и не носил погоны КГБшника, но полностью управлялся и был их агентом, без сомнения, Ельцин, Борис Ельцин. Других там нет, других там не держат, свободных людей там близко быть не может. И вот я вам хочу рассказать, во-первых, по гибели Анны Политковской, которая тоже была убита в день рождения террориста гниды Путина, вчера, 7 октября 2006 году, да, по-моему, погибла наша защитница, человек, легенда, без сомнения. И если бы не такие русские люди, которые потом оказываются не совсем русскими, совсем русских и нет, если честно. Поэтому ее сейчас с гордостью приписывают к себе, или же заявляют, что она украинка, другие говорят, что еврейка. Для нас не имеет значения ее национальность. Это был человек с большой буквы. Человек, который боролся несмотря ни на что. И была подло убита чеченоговорящими. К большому сожалению. И об этом мы тоже поговорим. Мы не будем стесняться называть вещи своими именами. Касаются они чеченоговорящих или касаются они русскоговорящих, не имеет для нас никакого значения.
таким способом мы будем говорить правду. Итак, что я хотел сказать. До того, как убили 7 октября Политковскую, сразу же после взрывов в 1999 году, когда русский царек, который хотел им стать вместе с Патрушевым, которого всегда надо упоминать, и Шойгу надо упоминать, и Здановича, ну и других мерзавцев, которые своих же русских убивали, в том числе и женщин и детей. И когда в Рязани 23 сентября, 22 сентября была найдена бомба, 23 сентября были задержаны русские террористы из ФСБ, началась массированная бомбардировка Чеченской Республики Ичкерия, окрестностей Грозного. И затем всей республики. В октябре, 7 октября бомбили Листанжи, около 80 человек убито и ранено, очень много детей было. Затем, если вы, как вы все помните, была бомбардировка ракетой «Земля-Земля», как некоторые утверждают, с территории Осетии, которая нанесла удар по рынку 20 уже октября, по рынку, центральному рынку города, тогда уже Джохара, по роддому, по мечети, по автовокзалу. Я говорю, тоже около 400 человек погибших и ранено. Но сегодня я хочу поговорить об Элистанжи. И я буду стараться, и вы мне тоже напоминаете, друзья, так как и этих событий я не застал, я тогда не жил на территории нашей страны. И поэтому некоторые вещи я могу не помнить. И поэтому вы мне напоминайте. Напоминайте о тех событиях, кровавых событиях, которые происходили. И мы их будем каждый раз, с каждой датой всегда говорить об этом и напоминать. Итак, я бы хотел начать свой стрим с видео. Видео обстрела российской авиации населенного пункта Элистанжи 7 октября 1999 года. Давайте посмотрим это видео, и потом можно будет говорить по существу. Внимание! Извините, с самого начала.
Pocketa. وديني عندست فوتهم قالوا سولا اشترك قالوا خذ عمالة ديش بعد فريق بعد فضيت من النار عندي. Последняя женщина сказала, здесь нету ни боевиков, ни ваххабистов, никого, по мирным людям почему стреляют и так далее. 21 октября был следующий удар по Джохару, где погибло тоже очень много людей. Об этом я вам покажу в следующих своих видео. Здесь стоит отметить, что те преступления, которые совершались фашистской Россией, мы не должны забывать. Не потому, что мы такие злопамятные и так далее. Нет, ни в коем случае. И дело даже не вместе. Конечно же, призывать к ответу мы обязаны. Но опять же, дело не вместе, которое должна осуществиться или не должна осуществиться. Дело в том, чтобы, если мы будем об этом говорить, то с большой вероятностью это не повторится. А если это мы забудем, то это обязательно повторится. Поэтому мы должны напоминать и говорить. Таких ударов, авиационных ударов по моей стране, по нашей стране было нанесено огромное количество. И, конечно же, мы должны помнить обо всем. Есть много материалов по этому поводу. Но мир слеп и глух к нашему горю. Мир ничего не видит. Мир делает вид, что сейчас какой-то там Муратов, какой-то газетенки, новой газетенки. Когда-то она была новая газета с большой буквы, когда там была Политковская и другие. Сейчас это, конечно же, обычная подгибнявая газетенка, которой дали вот сейчас какому-то Муратову дали Нобелевскую премию мира. Позор, позор, я еще и еще раз это буду говорить. Позор. Позор всем из этого Нобелевского комитета. Позор всем, кто делает вид, что он не помнит, говоря об Украине, Грузии, забывая самое кровавое преступление. Позор всем, кто забывает. И будь проклят тот чеченец, кто забудет это все. Будь проклят тот до 7-го колена, кто забудет и простит это все. Который не будет иметь желания восстановить справедливость в отношении запытанных людей, в отношении убитых людей, абсолютно безвинно убитых людей. Только лишь за то, что не хотели жить в этой тюрьме народов, не хотели жить среди холопов, не хотели стать рабами. Только лишь за это нас убивали. И я могу со всей ответственностью заявить, что у них ничего не получилось. И журналистка Милашина заявляет, Собчак, ну, посмотрите, какие персоны, люди, которые не имеют ни принципов, ни морали, ни нравственности, никаких ограничений и рамок. Эти люди становятся уважаемыми людьми в России, да?
они говорят о хорошем, о человечном, там, о чем-то, чему они могут научить. И вот сидит Милашина, которая, я расскажу случай, который произошел. И как я это вижу, именно с той ситуацией, когда Милашина стала известной, и о ней вновь заговорили. Конечно же, у меня нет ни малейшего сомнения теперь после увиденного видео с Милашиной, что не из жалости и сострадания Милашина делала это. Это абсолютное лицемерие со стороны Милашиной. Так как вот после вот ее этого видео, интервью с этой мерзавкой, без сомнения, Собчак, как она говорит, что чеченцев сломали и так далее, и так далее. Давайте я вам покажу это видео, и после этого я вам продолжу свой диалог, свой спич. Минутку, буквально 2 минуты буквально. Надо просто увидеть, чтобы у вас это было свежо. Посмотрите на лицо, как сопереживает Милашина нам, как бы. Любых, созданных те же самые традиции, поколениями передающиеся, которые препятствуют братоубийству. То есть чеченец убивать чеченца не может. Чеченцы почему такие, у нас кавказские диаспоры, их все боятся в армии, там еще где-то. Потому что они друг за друга вступаются. Потому что, почему боятся? Да, потому что, конечно же, вступаемся. И потому что трусливы остальные. Вот в Чечне нужно было вот это сломать. И это очень сложно сломать на самом деле, потому что ты ломаешь себе ментальность чеченца. Если вы сломали, сломали. Хрен вам. Никогда в жизни вы не сломаете, Милашина, обращаюсь к тебе, никогда в жизни вы не сломаете. Милашина тут рассказывает, не хочу посмотреть, после вот этих слов я даже не стал смотреть, она довольно длинное интервью у них, 2-часовое. И такой специалист по чеченцам, Милашина, рассказывает нам, что чеченцев сломали, что никогда не будут вместе, и чеченцы разделены, и так далее, и так далее. Тут же она говорит, что у нас тоже так было, там одна сторона сидела, другая охраняла. Так, я согласен, Милашина. И вы ничего не делали, она говорит, русские не мстили, там, а чеченцы будут мстить. То, что происходит сегодня, к большому сожалению, это большая трагедия для нашего народа. Но мы не стали такими, как вы, Милашина, как бы вы ни хотели. И я прекрасно знаю ваш менталитет, в отличие от вас, которые так и не узнали наш менталитет. Мы никогда не станем такими, как вы. Вот лично Милашина, рассказывая в этом разговоре, еще там она говорит, что чеченцы разделены и что нужно убрать Кадырова. Это такой главный нарратив, который она доносит, что есть Алханов, там оставшиеся еще братья Имадаевы, видимо. И что вот им нужно передать, и Путин должен согласиться и передать, и так далее. И она нас так жалеет. Так вот, то, что сделали кадыровцы, или сделала ваша ФСБ руками кадыровцев, это капля в море по сравнению с тем, что творили в Илистанджи, то, что делали в Самашках, то, что делали в Алдах, то, что делали в Катыр-Юрте. И в каждом населенном пункте, куда зашла многогрязный сапог русского оккупанта. И она, нас жалея, говорит, что нам нужно заменить, и что вот нас жалея заменить Путиным, другим человеком Кадырова. Кадыров для нас никто, Алханов для нас никто, Ямадаевы для нас никто. Понимаете, вы нас еще не знаете. К сожалению, большому, за эти 4 века в нашей истории много было событий, эпизодов истории нашего народа,
когда мне стыдно за эти эпизоды. Как сейчас мне стыдно за кадыровцев, за алхановцев там, и за других чеченоговорящих. Но, знаете, Милашина, как грязь, которую вы нам бросаете со своей духовно скрепной России, которая мокрая грязь, которая прилипает к нашему телу, как только появляется солнышко, она отлипает от нас и уходит. Также уйдут кадыровцы, также ушли те, которые еще при монголах, когда к нам приходил Тамерлан, другие чеченцы тогда даже были на стороне монголов, которых захватили и выставляли против чеченцев воевать. Мы это выплюнули и еще больший опыт приобрели. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Даже Милашина, для твоей справки, да, ты же уже как большой специалист по чеченцам, хотя ты враг чеченцев, ты враг, и никакого значения не имеет то, что ты расследовала дело, которое тебе на блюдечке отдал Сулейман Гизмахмаев. И как ты и Новая газета расследовала, я свидетель этому всему. Я очень хорошо наблюдал, как вы себя вели. Так вот, когда вам попал материал, который Сулейман составил вместе со мной, черновую работу, которая у вас оказалась в руках, зная, что он к вам попал через международные правозащитные организации, и вам уже никуда от этого было не деться, вы вынуждены были начать вот эту публикацию и это расследование. И когда это расследование началось, вы с Новой газеты, и ваш Муратов, и вы, Милашина, вы начали говорить о ЛГБТ, которых убивают. И я был вынужден писать и вам Новую газету, и везде только, где мне довелось, что они были не из ЛГБТ. Это были ребята, которые не согласны, это были диссиденты. Это было массовое убийство диссидентов. Они не были никакими исламистами или террористами. Они были такими же мусульманами, как я. Только находясь в мечети, где было возможно как-то собираться, и видя ту пропаганду, которая закладывалась, они произносили слово «Иншаллах», «Альхамдулиллах», «Аллах покарает», что значит «Бог покарает». Поэтому это были такие же чеченцы, как я, и такие же мусульмане, как я. Может, немного не понимали они некоторых вещей, но это не важно. Если я окажусь сейчас в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, я тоже стану террористом. Хотя меня уже, наверное, приписывают и постараются приписать к разным экстремистам, как минимум. Поэтому вы всячески пытались увести этот разговор. И недавнее выступление Байдена, где он говорит, что там ЛГБТ от Чечни там и докуда-то, что их нужно защищать, это плоды вашей работы. Вы сделали так, которые вокруг вот обкладываете это все дело, для того, чтобы показать, что нет таких массовых нарушений. Вы не говорите об Игоре Хвостикове. В своем интервью вы сейчас сказали, что это сделали, эта практика перенята от российских военных. Абсолютная правда. И я знаю почему. И это вы говорите. Потому что на каждом на какой-нибудь конференции, на каком-нибудь собрании, где оказываются чеченцы, последний раз мы виделись в Берлине, вам именно это предъявляли, и вы вынуждены это говорить, потому что вы не можете лгать немцам, англичанам, американцам, французам, когда есть мы рядом. Когда нас нет, вы говорите все, что попало вам. А вот когда есть мы рядом, вы вынуждены признать правду. И вот тогда в Берлине на этой конференции вы не ты, Милашина, не Ганушкина, ничего лишнего тогда не сказали.
Потому что там были и Гисаев там был, и я там был, и другие чеченцы были, которые ни в коем случае вам не позволили бы говорить. И мне очень жаль, что мир разрешает вам говорить от нашего имени, и нет нас там, когда вы начинаете быть большими специалистами и говорить не со стороны сострадания, не со стороны признания своей вины, вины своей страны и своего народа, а со стороны таких хозяев, таких жалеющих нас. Себя пожалейте, Милашина, пожалейте свою страну. Вас взрывали, ваш главный редактор Муратов, которому не позволила смелость сказать, кто взрывал дома, сегодня наградили Нобелевской премией мира. Позор этой Нобелевской премии, позор вам, Милашина, позор вашей газете новой и позор вот этому Муратову. Ну, Муратов это вообще, он вам даже в подметке не годится, этот Муратов, на самом-то деле. До того ничтожен этот человек, которому дали вот сейчас западные какие-то свои эти. И только лишь западные эти институты и продажные твари, не побоюсь этого слова, которые дали ему вот эту премию. На самом деле, вы большее даже зло, чем Путин. Вот может показаться, что вот вы спасли этих людей, что вот там это... Не вы их спасли. Не вы. Их спас Сулейман Гизмахмаев. Человек, который рискует своей жизнью, который будет убит. А вам ничего не будет, Милашина. Вы не Анна Политковская. Настоящих, честных, они убивают. И как бы это ни звучало, что вот пока не убьют, не признают, вас не убьют. Ни вас, ни Муратова. Потому что про взрывы домов, вот где нужно, там вы обходите. Вы не заслуживаете никакой награды. Вы не заслуживаете уважения даже. И когда Кадыров там про вас что-то говорил тогда, я как-то в своем стриме поддержал вас, и мне было очень неудобно. Но я и тогда знал, что вы про эти ЛГБТ писали, и кто вы такая. И я общался с другими чеченцами, которые вас тоже лично знают. Но мне нужно было довести дело до конца. И дело было доведено. Под полным моим контролем и наблюдением. Поверьте мне. Каждый шаг, который принимался, все я это видел, наблюдал и фиксировал для себя. Поэтому, к большому сожалению, вашему, мы, чеченцы, которые даже когда нас выслали в Казахстан, всех лишив своей родины, были люди, которые вам помогали нас выселять. Из нас. А когда мы доехали туда, были люди, которые работали на вас. Там уже лишившись своей родины и так далее, и так далее. Но когда мы вернулись с этой 13-летней, вы это называете ссылкой, я это называю геноцидом под видом депортации, тотальным уничтожением, окончательным решением чеченского вопроса, очередной попыткой решения вот этого вопроса. Мы пошли учиться, мы стали генералами, мы стали полковниками в вашей армии, в ваших вооруженных силах. Мы стали профессорами, мы стали врачами. И как только ваша страна не выдержала понтов и вот шизофренической манией господства, мирового господства, как правильно о вас сказал Джохар Дудаев, вот в этот момент, когда вы надорвались и пупок у вас развязался, мы взяли свое, мы создали свое государство. И знаете, кто был? Вы знаете, это был советский генерал, который дослужился. И был советский полковник, и были масса врачей, ученых, писателей, журналистов,
которые отдали свои жизни, отдали свои нервы, силы, всю свою жизнь посвятили борьбе против вас. И ничего не закончилось. Клянусь Господом Богом, ничего не закончилось. И никогда, пока есть хоть один оккупационный сапог на нашей земле, никогда чеченцы не смирятся с этим. Я вам клянусь Господом Богом, никогда, клянусь Аллахом, никогда мы не смиримся. Поэтому ваше рассуждение с этой проституткой о том, что вы там сломали, говорит эта проститутка вам, и вы заявляете, сломали. Я бы выразился, как вам нравится, как вы понимаете. К сожалению, меня могут увидеть, услышать чеченские женщины. Поэтому я воздержусь от настоящего русского языка, который следовало бы вам сказать. Но я обязательно, когда вас увижу, обязательно вам это скажу в лицо. Обязательно, поверьте мне. А мы обязательно увидимся на какой-нибудь конференции или еще где-нибудь. Иншаллах. Так что вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Давайте перейдем к вашим вопросам, и потом я вам покажу очень интересное интервью эстонского, вернее, доклад выступления эстонского экс-президента о разных коррупционерах внутри западного общества. Так, пойдемте дальше. Почитаем ваши комментарии, а потом я перейду. Так. Привет, Аслан. Привет Аслану, модерам и всем вольным людям. Алена Гончарук. Рамзан Дудаев. Ты настоящий, ты защищаешь женщин. Так, ладно. Пожалуйста, Рубати, я тебе хочу сказать. Вайшему нохчим атлайдос. Вайшим тяхар камел дешена телефон чвал. Хотя его да сахвит цаху махирдат. Аль-камел хуяхтар вайшине. Саху ал-гуху мадат. Сун хуйгар дал гуху мадат. سون أهوتوان بناتا بعد دیگه سون خزه هنس خلا خز خخیل چرت سونير أسي دوا يش أونغيبو شابر شابو حسيت سديش يحوج أحسيك تديزك يلش تقولش حيت قيسة تلوش سعدينا قدشو هما ما يزديروا باتي أيا دينا قديئا هم خلا مخيط واس مغيل سيغو غير دسون تخا قانيان سويرو وات تخا نو إهم أيز دير دوتي ديلغ تشنوسوا سو أيس أيس دي داتا تأخا خرهم ديتا خرهم أعدرا ويشم ديتا سحون آل غوهما دات أسحون إيرا دات غوهما بروستا قوشوقي هما مياز دي غير دخساويك حدا الأتو بويل سحون بالبيخ باتسون هو يوخ زودا يو تونغش يو تأحكا وشا وحقي دوا أما волчица ичкери бохша хрум дара иза огнег ан ямарт хларду сунам таамада сундел мадица просто мадица ямарт хузуда ю таамада таамаца бо хацайхча юларо тахирду алилештек кучу просто язмади я асхаб изартатаник кучу азабанит ё он хала махитла но سو أقارح داتو غيرش أقارح حق غيرش ستبير غيرش سو حبي أنج دين دا كجبي فإز بي دا حال أختنش ليش بنشي نات از دوات بنشي قزعبول تاتسبول نخ إنخ دقة حيوكش بوغدا تاق سقي هما دات سو تنوات سو خزوات سو تا أبسولوتنا زسلوك شو شوات أما غاسكش بوخ بلشارت بوتشارت إتاهم دقصت إنديسن مدار دعبوخ قس مسترجع تنافسوا حق تلوش دا مقلا دالدو حلورو تندلا حسون ملجو لارا يزا خسخيتا تسوتي دالش دادولش دق إسا دا ولا إسا وري دا ولا
بيخ ما باللحسون رباتي عندي كيويل حماش اويل دالو يستروير Так. Аслан, так, как найти Машоль. Всех приветствую, кого я не успел, кого я не поздоровался, не приветствовал. Приветствую всех. Алейкум салам, Шавик Машоль. Так. США, Америка. Царь ломали, ломал, не сломали. Цари ломали, ломал, не сломали. Коммунисты ломали, ломали, не сломали. Демократы ломали, ломали. Так и не сломали. ГКБшники подавно не сломали. Фигура из 3 пальцев вам. Когда нас ломали демократы, скажи. Это не были демократы. Это были а-ля демократы, как бы демократы. Никакие они демократы были. Это были те же русские имперцы под видом демократов. И даже коммунистами они не были. Никакими коммунистами они не были. Это опять же была ширма. Тогда им нужно было как-то... Идеология нужна была. Сейчас у них появляется новая идеология. Это идеология империализма, монархизма. Теперь у них монархия. رباتي أصحى زبانتي نعم اسمه ريسكا على الأخير دسون عون واسيت سلا سون حون بنتشن بيخاون وزر بولشا سون سين بنكاون نقوزع مسارة سون تشن بيخ با سو سي مدوي أس بيلشارتس أس إشكيري تصدق и все أسحون تعاسعون بالبيخ با يسبقوا شون تعنينا بالبيخ حلقاس قشان يوخايل حچو يخن شاش إشكيريت يوي نوخش إشكيريت يوم تعرف ألا تقول شاش نوخش يوي شاش بوسل بيوي بوشلومش تان وقتك ديش تير دلوس قصة تحنين دادل بقويات تير تعوما دات سندل دوتروير Так, Муслим Арцуев напоминает, ставим лайки и подписываемся на канал. Так, Алена Гончарук. Алена вас тоже приветствует. Эльси ночи, Дельси. Дуэла Дерес хур сюк халия. Дерес хур масера дуэлуэ Дельси. Эд Мамеда, салам всем свободным людям. Аслан, ты делаешь очень важную работу. Баркал тебе. Ты гордость многих людей. Да хранит тебя Аллах. Спасибо, Эд. Салам, рад тебя приветствовать. Вам Рицхан Тешенбех. Беш ду Рицху Бовая Ома Тешенбех. Аслан, за твою позицию, то, что прямо говоришь в лицо, еще больше уважения, и тебе ночи, зудри и так далее, не имеет значения. Леди Машовель. Си эйб аик диз, двужу духумца диз. Хочу адица амцаля сунара. Und als er Rubati sagt, dick Oilerse. Und als er искренне sagt, Chilla Yus und Inza Chitachit. She dogt enseg Rubati. Сутяца ши куяц. Раз de обстоятель, шхул зудю, тагана, хечеш йоган. Лил шнах буен. Ну, бöschnach, büyüce inza, zudершли лёгачеш. Цундел. تقبل حق بوش بوخ قابل فوق الورط وشين كروش ياش بيبقى بات بوش تندل وي تعنينا بالبيخبات يبي ليشات يبقى ويات ويدالش العدو يلخ بروستا دال نيتس ويل ويل سلاودي سيد السلام عليكم أسلان لا يرمز دال عاش ويل وعليكم السلام ديري سخويل
سون وادي نشون رباتيس قيتاوي نشون سو دقوهم ناخدو دقوهم شبعك حابيل نشون سا تون سون اوخلا درشون ايز بوغ الا تون هين سخولش يول واس دغا يولسون تون خليو يا خاسون واس اس الش هتي خليو يا خاسون تون واس تاخا ايش دقر وديوي س تان بيخ بالبات رباتك تسقوش دقو قونري برقوزا هينتا ليرش نو فريمانس مباغدا خلدو قحيا غانيو والله يق والله سوق حييتا رباتي اما سي وردا خلدو دوجو اهدو ودالش نو رباتي مشايجي سام просто وي خلط сахич да держи чох сун неприятно духарин дийца. Так. Так. Деду информации гулил хиютсун Европе. Так, ладно, так себе. Атахаршуин, смотрите, араш. Натали Аслам, будут ли возвращаться изгнания чеченцы для возвращения независимости Ичкерии? Смогут ли они взять власть в свои руки и построить государство на справедливых законах? Конечно, обязательно мы восстановим свою независимость, деоккупируем нашу страну. Нам иногда, с одной стороны, очень лестно бывает, когда люди искренние, которые нас поддерживают, говорят: ребят, давайте так, давайте сяк, верните свою независимость и так далее. Но хочется напомнить таким людям, что мы постгеноцидная нация, у нас колоссальные потери. Те потери, которые мы каждый раз в военном столкновении с фашистской Россией переносим, многие, даже наши кавказские соседи, не перенесли. Некоторые, не многие, некоторые. Последними из них, если не брать ингушей, дагестанцы уже лет, сколько, 160 лет, 160, может 170 лет, уже не оказывают никакого сопротивления, только если помогая нам в этих войнах. Но это не народ, а отдельные смельчаки, отдельные патриоты Дагестана. Это народ, который последний с нами продолжал эту борьбу. И сейчас кто-то рассчитывает, и вот Милашина, можно сказать, чуть ли не с горечью нам рассказывает, что на этом уже все чеченцы сломлены и так далее, и так далее. Даже не представляет она, конечно, что говорит. Поэтому нам очень трудно в это время восстанавливаться. И нам нужна помощь. Я этим и занимаюсь. Я прошу помощи. Я не призываю никого к джихаду. Я не говорю, что мы должны поехать в Сирию или там еще что-то делать. Я прошу у международного сообщества помощи. Вот таким вот оригинальным способом. И не только оригинальным, и обычным формальным способом пишу, куда получается и есть необходимость бумаги. Что я всех призываю об этом делать. Поэтому мы обязательно вернемся. Мы обязательно восстановим все свои силы. И когда мы вернулись после предпоследнего геноцида из Казахстана, мы все начали учиться, все начали получать высшее образование, стремиться в учебу и так далее. И у нас был огромный процент образованных. И единственный способ, который нам поможет восстановиться, это учеба, это знание, это образование. И у нас предоставился уникальный шанс. Мы оказались в странах с лучшим образованием, где соблюдаются права. И мы здесь себя чувствуем абсолютно комфортно. Даже не зная языка, мы здесь чувствуем комфорт. Я в частности имею в виду людей своего поколения. А наша молодежь,
настоящая, ну, имеется в виду та молодежь, которая получила знания, получает знания, она как рыба в воде. И я вам гарантирую, не пройдет много времени, когда мы полностью с новыми силами, и время, когда был Джохар, когда были другие наши лучшие из лучших сынов, вернулись с России, из других мест и начали восстанавливать свою страну, то время оно будет меркнуть перед тем, каким будет оно сейчас. У нас колоссальные перспективы, у нас невероятный потенциал. И мы обязательно восстановим. Я развернуто это все рассказал, чтобы было понятно, что сейчас от нас многого требовать не надо. Но, знаете, ни один настоящий чеченец не смирился. Ни один. Нету никаких радикалов, террористов, нету никаких кадыровцев и путинистов. Это мыльный пузырь, как сама Россия, раздутый мыльный пузырь. На самом деле настоящие чеченцы, они скромные, спокойные и прекрасно знают, мы в каждой семье Ичкерия. Даже пускай некоторые не понимают, что вот это нужно и необходимо им. Но мы свободные люди. Вот суть чеченской культуры, чеченского менталитета, чеченской скрепы, если сказать по-путински. Поэтому обязательно восстановим. И я в этом нисколько не сомневаюсь. И если бы я хоть сколечко в этом сомневался бы, рискуя своими родителями, своим братом, сестрой и родственниками, которых дома пытают, даже тех людей, которые просто состоят со мной в правозащитной организации, их родственников преследуют. Только лишь за то, что вот этот человек состоит в моей организации. Каким-то образом они об этом узнают, хотя я пытаюсь это держать, не пытаюсь, я держу это в строжайшей тайне, но нас много, нас увеличивается наше число. И вот недавно был случай, жестоко избили, преследовали, посадили, выпустили, потом опять посадили, потом опять избили. И в конце концов новое дело было, и мы вынуждены были эвакуировать человека, потому что уже просто подставил один сотрудник. Не буду пока давать подробности, потому что всему свое время. Чеченоговорящий сотрудник брата члена нашей организации, нашей правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. И вот в таком положении мы находимся. И если бы я хоть сколечко сомневался бы, я бы нашел миллион причин остановиться. Не уехать домой, там мне уже жизни нет, пока мы не освободим нашу страну. И не собирая свой паспорт сжег, слава богу, россиянский, который насильно мне был вручен. Вынужденно был получен, скажем так, насильно, конечно. Мне его не вручали, вынужденно я поставлен был в такие условия, что я должен был получить этот паспорт. Но я его с удовольствием сжег. Так порвал, точнее, опять сжег. Так моему примеру последовали мои подписчики, мои соратники, мои друзья. Вы, наверное, видели это видео. Поэтому, конечно же, мы нисколько не сомневаясь, мы восстановим свою свободу и независимость, и свои права. Все будет Ичкерия. Давайте я немножко перемотаю. Так, Кариглазка, Аслан, по-твоему, все, кто сейчас проживает в Чечне, предатели? Нет, конечно. Нет, конечно. Все, кто там проживают, это костяк, это белая кость нашей нации. Мы, они в заложниках. Конечно, они не предатели. Они в заложниках. Но это элита, это соль нашей нации, тот, кто находится дома. И в их руках будет изменение. А мы здесь, получив знания, мы будем ими помощниками.
Мы будем им помогать. Мы будем налаживать связи. Мы будем всячески делать так, чтобы их не убивали. Чтобы их права хоть как-то соблюдались. Конечно, никто не говорит, что они предатели. Никто не может такое сказать. Исаак Шмулевич, клянусь Всевышним Творцом, чеченцы еще покажут всему арабскому миру, как делать свою свободу. Исаак, ты выдаешь себе чеченца, ты притворялся долго евреем. Так, наша последняя остановка в свободной Чеченской Республике Ичкерия, сказал Фриман Дивиденс. Эмин, да, ну ладно. Киборг-терминатор. Аслан Арцу, у меня есть бизнес-проект. Я умею делать то, что никто не делал в мире. Мне 36 лет, и я не шучу. Можешь помочь пробить дальше? Я бизнес-проектами не занимаюсь. Вот принципиально. Я, конечно, зарабатываю деньги, работаю, даже физически. Но я бизнес-проектами не занимаюсь. Ну, если у тебя что-то есть, что-то ты хотел бы такое захватывающее мне, что ты можешь меня зацепить чем-то, то у меня есть возможности, некоторые вещи, которые будут интересны людям, которые могут продвинуть, показать. Поэтому напиши мне, никаких вложений, просто на e-mail, под описание под видео ты найдешь мой e-mail. Напиши, описать коротко, если не хочешь раскрывать всех секретов. И я посмотрю, если я смогу что-то сделать, я тебе скажу да и нет. Коротко и четко. Так. Владимир Рабинович, НАТО все будет Ичкерия. Да, Владимир Рабинович, абсолютно так. Шалом, Владимир, я вас приветствую. Хотя уже мы с тобой давно на «ты». Ярл Норд. Недавно чеченца убили, которого Украина выдала в Россию. Он был ветераном. Никто из блогеров Украины даже не говорил о гонениях на чеченцев. О каком чеченце ты говоришь, которого убили? Напиши, пожалуйста, его фамилию. Я не знаю, которого убили. Знаю, которому дали 18 лет. Это Тумгоев. Кукариху Петяна. Вернитесь к Аллаху, тогда вы победите. Это ты мне говоришь вернуться к Аллаху? Я от него не уходил никуда. России нужна маленькая, но по духу сильная жертва, чем она сама, чтобы просить деньги у Америки и Европы. Ярл Норд. Сегодня Саша Сотник говорил о тебе, Аслан. Саше Сотнику респект. Большой. Так. Большинство, простые люди Чечни, это заложники. Да, большинство чеченцев в нашей стране заложники. Хамзат Чимаев. Большинство украинцев атеисты. Я ничего не имею против, но это правда. Много людей в этом мире, как оказалось, атеисты. Главное, чтобы они не были как большевики воинственными атеистами. С остальными мы найдем язык. Чеченцы в Чечне приспособились выживать. Со стороны может показаться, что не то, на самом деле там все то. Так. Ната Наталья. Рабинович Шалом. Слава Ичкерии, слава Украине, слава Израилю, всем героям слава. Ната, я вас полностью поддерживаю. Респект. Так. Я думаю, что ассаламу алейкум, брат, мир всем, кто на истине. Аллаху это бойль, нису нога, машу езер хой. Ва алейкум ассалам, Адам.
Так, Чечня не Россия. Кукареку, мы не отошли от Аллаха, чтобы к нему вернуться. Нам просто нужно включить мозги. Да, это точно, Чечня не Россия. Нам нужно включить мозги. Аллах, нужно. И я так понимаю, некоторые уже этот мозг навсегда отключили. И будем надеяться, что молодое поколение, которое у нас растет не по дням, а на глазах они прям растут. Все будет ичкерия. Щек нам одолеешь. Так хорошо нам никогда не было. Все будет только лучше. И я в теме чеченский след Рязанцара. Машфоль, чеченский след. Ярл Норд. Чеченцы достаточно навоевались. Да, мы достаточно. Мы воевали не потому, что нам нравится воевать. Мы воевали не потому, что нам нравится умирать или убивать. Мы не воевали потому, что нам нравится, когда разрушают наши города. Мы же на своей территории тем более воевали. Когда убивают наших женщин, детей и стариков. Когда разрушают наше жилье. Мы хотим жить. Мы хотим созидать, мы хотим развиваться, мы хотим вносить вклад в эту мировую культуру, мы хотим быть частью этого цивилизованного, человеческого общества, сообщества мирового. Мы воевали, потому что нам нужно было избавиться от России. И мы от нее избавимся. Мы избавились, мы создали свое государство невероятными потерями, предательством и изменой практически всем миром, который отвернулся от нас. И даже вопрос шел не том, победим мы или нет, когда мир наблюдал за нами. Вопрос был, как долго мы еще сможем продержаться. Вот весь мир, вот так приложив руку к щеке, наблюдали, сколько же они еще продержатся, эти сумасшедшие чеченцы. Вот так мы сражались. И не только даже кто с оружием в руках, весь народ, который нес вот это бремя, тяжесть этой войны. Мы не будем больше воевать. Мы сделаем все, чтобы больше не воевать. У нас есть государство по всем международным правам. У нас есть флаг, герб, конституция. У нас есть очень много оснований, юридических оснований для привлечения наших врагов, наших недругов, недоброжелателей к ответу. Мы будем заниматься этим. Сегодня мы имеем возможность только вот так в Ютубе рассказывать это. Но это колоссальная большая возможность, которая им очень мешает. И я вам гарантирую, в ближайшие месяцы, если не дни, YouTube в России будет запрещен. Вот вы увидите. И это будет предшествовать массовым репрессиям. Останутся Telegram, TikTok, там что у них еще, Одноклассники, ВКонтакте и так далее. ЖЖ. Поэтому, но мы будем продолжать свою деятельность, и мир, который награждает Нобелевскими премиями там разных чуваков, будет постоянно нами вот за шкирку будем брать и тыкать его в эту субстанцию, в которой он делает вид, что он пребывает там, как будто он на троне сидит, что вот они все такие за права человека, ой, как же так, вы там обижаете там ЛГБТ или там собачку побили, о боже мой, вы там застрелили там, барана зарезали и так далее. Людей режут как животных, вешают, душат, топят, сжигают. О чем вы говорите? И все это происходило и происходит. Нет, друзья, мы не позволим вам это забыть. Я вам клянусь, не позволим. Мы вот совесть этого мира. Мы не ломаемся, не пугаемся, не продаемся и не покупаемся.
Мы никогда не отступим от своего. Дал мула. Мансурмак, Ичкерия будет свободной. Жаль, что некоторые, не дождавшись этого дня, едут на поклон. Ладно, это... Добрый вечер. Все будет Ичкерия, ожила Ямашо. Дмитрий Аксенов. Добрый вечер, Дмитрий. Приветствую вас. Рад вас наблюдать у себя на канале. Вольф, ты сменил бы ник, официально Чечня в составе России является субъектом России. Я бы тебе показал одну эту штуку. Не официально, вот смотрите, просто иногда задают эти глупые вопросы, человек с ником Вольф, прикидываясь волком. Чечня, если Чечня часть России, покажите хоть один документ, назовите, ладно, хоть один документ. Покажите договор, федеративный договор о вступлении, подписанной Чеченской Республикой, о вступлении нас в Россию, как это сделали другие. Покажите. Нет. На незаконных основаниях. В 2001 году, в 2003 году, когда это было, уже забыл ваш вот этот спектакль по референдуму по Конституции, так называемому, когда голосовали ваши русские оккупанты там, военные, вы это называете вхождением в Россию. Да идете вы к черту. С вами разговаривать нет никакого смысла. Абсолютно, 100% чеченцы правы. Абсолютно и 100%. С юридической стороны, с фактической стороны, с официальной стороны. Наблюдатели со всего мира. Ваш президент потом подписывает, ваш этот алкаш подписывает договор о мире, называя Чеченскую Республику Ичкерия в документе. Договор о мире и принципах взаимоотношений в 1997 году. О чем говорите? Какой официально? Нет, по праву силы. Прямо, будьте мужчинами русские. Мы по праву силы. Мы беспредельщики. Нам закон, международное право, нам плевать. Мы забираем то, что можем. Вот эта позиция, она неприятна, она режет слух. Но она хотя бы честная. Будьте хотя бы вот хоть в чем-то чуть смелее и честными. Говорите прямо. А так это мы официально, мы там это, вы там понесли. Вы лжете, обманываете. Вы не соблюдаете международное право. Вас нужно принудить соблюдать международное право. Все страны, которые входят в вашу страну оккупированные вами, должны быть отпущены на свободу и дать им право выбора. Жить свободно. Русские должны жить отдельно. Даже, я уверен, некоторые русские будут жить отдельно где-нибудь на Дальнем Востоке. Некоторые будут жить в Московии. Татары, башкиры и так далее тоже будут жить отдельно. Ну, якуты, буряты и все остальные. Но это потом. Меня сейчас волнует законное право чеченского народа. И все. Муслим Арцу, я в теме или в доле? Так, когда я говорю об украинце, я говорю о молодежи. Исаак Шмулевич, Аслам, мой отец чеченец, мать еврейка. Но это я помню. Просто твое возмущение было чисто чеченским. Это я помню, сейчас потерял твой комментарий. Отец мой погиб при защите Грозного от русских оккупантов. Дал лазу от хобал дуэль, дал дек алуэль хадда. Исаак Шмулевич. Аслам пропустил мои вопросы. Нет, я не могу все увидеть. Яр Норд. Хусейн Исханов писал об этом на своем фейсбуке. Аслан об этом чеченце. О каком чеченце? Я много чего пропустил, друзья. Давайте опять все сейчас пролистаю, и вы там скажете. Амзат говорил, дал муласам, дал мула. Анзор, куда Итай.
Аслан, куда писать на Facebook, Twitter, куда? Кибертерминатор. E-mail у меня есть. E-mail. Пиши на e-mail. Можешь в Facebook написать. В Twitter вообще давно не заходил. Я Твиттером пользуюсь так, чтобы в YouTube жаловаться. Там очень удобно им жаловаться. У некоторых уже на мозгах. Аслан, куда писать? Так. Чечня не Россия. Убивать нравится русским. Да. Алена Гончарук, Майки Парк, я про Володю, так не мне, Дересла Маршал, ночью блокировать Цеевич, аж Эри Елари. Да, мы давно победили мир, этому свидетель. Все будет Ичкерия, да, Мула. Чингисан, Россия нужна Чечении больше, чем Чечения России. Так. Если бы была возможность, говорит, чеченский след, они покупали бы места, первый ряд хлеба и зрелищ. Но они и так видели, по новостям показывали, вот то, что я вам показываю, много что из этого показывалось, смаковалось. Какой-нибудь ведущий, сейчас они какие-то респектабельные там ведущие, ну, якобы, на самом деле, это мерзавцы и подонки, говорили, чечены. Ну вот, нельзя как бы показать это, но везде нужно было подчеркнуть чечены и показать, что мы свои. И как нам рассказывал Ефим Финштейн, руководитель Радио Свободы, кстати, возвращаясь к Радио Свободы, Кавказ Реалии и так далее, с которым я уже думал, уже нормально, там разные журналисты, видимо, там есть засланные гибнюки. Когда началась война, вот первая русско-чеченская, директор Радио Свободы сказал, ну, либеральный такой, весь такой прозападный человек, сказал, давайте выпьем, достал бутылку виски и сказал, давайте выпьем за русское оружие, что ли, за русскую армию там и так далее. И сейчас, когда вот с Рубати вот это случилось, есть такой термин евроичкерийцы. И там они пишут Кавказ Реалии, который Тузика рекламирует. Ну, сразу видно, гибня за этим стоит. 100%. И если вы думаете, что мы вас не будем выявлять, а мы являемся таким индикатором, который будем выявлять, в частности, я буду вас выявлять в этом Кавказ Реалии, где у вас там Радио Свобода, расслабиться у вас точно не получится. Пишет, евроичкерийцы есть такое. Обратите, еще раз напоминаю, если не произносит слово Ичкерия, если нас называют евроичкерийцы, ну и вот такие вот терминологии, которые есть, то знаете, что там где-то рядом гибнявый, вонючий гибнявый где-то находится. Поэтому вот такая вот ситуация. И вот пишут евроичкерийцы. Сразу видно, откуда ветер дует. Это такой ярлык, который нам хотят сюда приклеить и вот по Милашиной разделить нас. Разделить. Сказать, что мы здесь одни чеченцы, а там дома другие чеченцы. Они там прорусские. Нет. Мы один единый народ. Были, есть и останемся навеки вечные. Навеки вечные. И никто никогда нас не разделит. И даже те, кто сейчас служит вот в этих полицейские, там эти, третий, десятый, по большей части эти люди вынуждены туда пойти. Может быть, наберется несколько сотен людоедов, там, может 1000 человек их наберется, которые реально по локоть в крови чеченского народа. Остальные поставлены в такие условия, что для того, чтобы спокойно созидать, растить, кормить свою семью, они вынуждены идти в эти правоохранительные или правоохранительные органы. К большому сожалению, это так. И это политика России. И мы прекрасно все понимаем, будем, никого не будем там рубить направо-налево,
Будем аккуратно разбираться. Призываю всех не совершать противоправных действий против своего народа. Никуда вы не денетесь. Никуда. Вы, ваши дети, мы все должны жить, хоронить. У меня есть свое место на кладбище. У каждого у нас есть свое место. С самого рождения мы даже знаем, где, на каком кладбище, в каком месте, рядом с кем, у чьих ног нас похоронят. Мы это прекрасно все знаем, поэтому, да, был такой угар войны, когда нас поставили в такие рамки, против нас работает и работает разные фашистские спецслужбы. Но время нас делает мудрее, умнее, на многое открываются глаза. И мы знаем, что рано или поздно за все нужно платить, за все нужно отвечать. Поэтому призываю ни в коем случае не совершать те действия, которые вы совершали. Можете совершить какое-нибудь ужасное против невиновных людей. Так, я перемотаю. Ставим лайки, подписываемся на канал Реалити. Еще напоминаю, не забывайте о конфиденциальности своих данных, не сообщайте здесь какую-либо информацию друг о друге. Ваша безопасность в ваших руках. Мой канал полностью мониторится фашистами из КГБ, ФСБ. И, конечно же, даже здесь можно получить какую-нибудь утечку информации. Пожалуйста, ваши данные, ваша анонимность в ваших руках. Мы бы и сейчас оказывали военное сопротивление из-за подлого Эмирата, внедренного русскими. Мир перестал нам помогать. Адудовлетворю. Абсолютно так. Именно для этого и был внедрен вот этот Эмират Кавказ, вот этот радикализм. И даже до Эмирата Кавказа. До начала Второй русско-чеченской войны, помните, была вот эта карта, где от моря до моря, от Черного моря до Каспия, это там мусульмане, чеченцы, там кавказцы, там и так далее, и так далее. И это все делалось под соусом там ислама, религии и так далее. Наше национально-освободительное движение было переключено на религиозную волну, религиозные рельсы. И в итоге мы от ясной, конечной цели, которую отцы-основатели нашего государства установили, это свободное, демократическое, правовое государство, которое со всем миром уживается, сосуществует, взаимодействует, было переключено на какую-то там террористическую войну, которая должна... Террористическая — это только метод, да? Метод ведения борьбы. Диверсионно-террористическое действие — это всего лишь метод. Это не идеология. Идеология — это было построение всемирного халифата, которое нам внедрили. Что вот-вот мы сейчас получим. Один из них — это Кавказ-центр, который этим занимался. Самый главный. И многие поддались этому. Многие на это пошли. Но это цель, которую мы не можем физически достигнуть, даже при всем желании. Даже если бы она нам была нужна. Я просто не знаю, для чего нам весь мир там, или там халифат. Если никому в этом мире это не нужно. Мы говорим всего лишь на языке 1 миллиона человек. Мусульман 1,5 миллиарда. Если мы 1,5 миллиарда хотим объединить, нам нужен язык, который понимал бы хотя бы большую часть этих людей. Для этого нам нужно знать арабский язык. Тот, кто хочет этот халифат, езжайте в арабскую страну. Становитесь там каким-нибудь большим командиром, каким-то лидером, там, боритесь, там, полный вперед. Чечения не может этого сделать. Это подмена понятий. Нам это не то, что не нужно, нам не только не нужно, нам это невозможно осуществить. Понимаете? Ни интеллектуально, ни физически,
нематериально. Мы не можем этого сделать. Так значит, это утопия. Это то, что говорили большевики. Если посудить, что говорили коммунисты, большевики, это тоже приблизительно то же самое. Правда, они без религии это говорили. Но они взяли все из религии и сказали, что вот должно быть вот так. Ну, только без Бога. Теперь они уже боги на земле, коммунисты. Вот так они это нам преподносили. И я вам скажу, эта идея очень сильно захватывала. Очень сильно. Коммунизм — это когда у вас от каждого по способности, каждому по потребности, если коротко взять. То есть вы можете, ну я приводил этот пример, собирать, например, компьютеры или космические корабли, как Илон Маск. А я человек с ограниченными возможностями, физическими возможностями, например, слепой, который может собирать только розетки. И это каждого наша способность. Илона Маска, который может собирать ракеты, и моя, который может собирать розетки. И мы каждое обществу даем свои способности. И получаем от общества, от нашего от государства, от нашего общества, получаем потребности наши. И это идеально, это супер справедливо. Ты делаешь все, что ты можешь для этого общества, и получаешь все, что ты пожелаешь от этого общества. Абсолютно бесплатно. Денег в коммунизме, в последней стадии, не должно было быть вообще. Тюрем не должно было быть вообще. Кто против этого? Ну, только дурак может быть, правда, против этого. Никто не может быть против этого. Этим необразованных и рабов из крепостного права эта идея захватили просто. Но там маленький подвох. Это возможно только в раю. Потому что мои способности такие, а Илона Маска они большие. И вот Илон Маск идет и берет себе Ламборджини или там Феррари. И я иду, беру себе Теслу, ну потому что слепой, чтобы там на автопилоте ездить. Покупаю себе Теслу. За то, что собираю розетки. И тогда Илон Маск думает, а зачем мне столько усилий, если он получает столько же, сколько и я. И он тоже перестает создавать, творить, развиваться, становиться богаче, сильнее, умнее, потому что нет необходимости в этом. И вот в этот момент оно все рушится. И еще второй подвох. От каждого по способности, каждому по потребности. Так вот эти потребности, они не ограничены у человека. Сегодня у вас есть Жигули, завтра вы хотите BMW, потом хотите Мерседес, потом хотите квартиру двухкомнатную, потом 3, потом 5, потом дачу, потом еще что-то, вертолет, яхту и так далее, и так далее. Человеческие потребности не ограничены. Поэтому это утопия. Это возможно только в раю. То, что говорят коммунисты. Вот приблизительно нам, не очень образованным, очень образованно и оригинально поднесли, занося это с Востока. А мы, арабы, все там такие верующие, такие все правильные. Это оказалось тоже не так. Мы пребывали в розовых очках. Арабы далеко не все святые и так далее. Только лишь даже в Мекке, нашей священной Мекке, только посмотрите, Кадыров, который палач чеченского народа, в огромном количестве, толпа приезжает туда, и их больших гостей ведут, им открывают, там показывают. Это лицемерные твари, подонки. Нету в этом мире никого, чеченцы, кроме нас самих, кто нам будет нести эту трудную ношу защиты, становления своего государства. Да, нам помогут. Грузины нам помогут, украинцы помогут, американцы помогут, немцы и помогают. Мы здесь находимся, я в полной безопасности, я полностью обеспечен.
питанием, проживанием, медициной, обучением. Это разве не помощь? Ведь мы могли оказаться, если бы вообще не Запад и, во-первых, не Америка, я абсолютно убежден, нас бы русских искали бы днем с огнем и ужигали бы заживо. Клянусь, я в этом убежден. Несмотря на, не только из-за страха, что вот им это будет, здесь какие-то будут неприятности. Только лишь из-за этого они. И то вы видели, как это было. Так что, вот такие вот дела. Ну, все это вы и так знаете, и без меня. Леча Дадаш. Сегодня Юрий Шулипа презентовал книгу «Как Путин убивает за границей». Почитать бы. Да, Леч Машволь. Надо бы почитать. Так, я перемотаю, друзья. Хамза Чима. Асан, до того, как я познакомился с твоим каналом, я был немного радикален. Спасибо за информацию, которую ты предоставил. Хамза, ты не поверишь, я тоже. Но явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Да, Аллах. Так, Вольфа заблокировали. И правильно сделали. Друзья, я перемотаю. Извините, пишите заново. Так, давайте отсюда. Значит, от Алены Гончару. Так, она пишет Ткаченко. Это не мне, значит. Ассаламу алейкум, ассалам всем. Ва алейкум ассалам, Ури Машволь. Перепутали рай с Россией. Вон здесь. Так, правда? Так. Не будем больше, говорит. США, Америка. В Хасавюрте было не соглашение. Это называется капитуляция. Хочу запатентовать эту аббревиатуру. Но это не аббревиатура, но все равно ты имеешь право на патент. Хасавюртовская капитуляция. Да, принуждение к миру. Абсолютно так. Принуждение к миру России. Мы принудили к миру. И это хасавюртовская капитуляция очень удачное выражение. Очень удачное, чем соглашение. Так, для них Путин это Бог, и они ему поклоняются, отвергают от него все, что не подобает, а в ранг Бога возвели человека. Так, я хочу вам показать под конец очень супер, просто я ждал этого. Я много лет ждал вот выступления президента Эстонии. Поэтому у нас время заканчивается. Поэтому так. Так, друзья, смотрите, 6 минут до конца эфира у нас осталось. Поэтому, это чуть-чуть подольше, вот это выступление. И я вам хочу показать это выступление. Его надо обязательно увидеть. Я его у себя в сообществе вывешивал. Поэтому давайте посмотрим. И на этом я считаю, вот, это выступление, хоть и не действующего президента, но экс-президента, это колоссальный переход, перелом, новый отчет происходит здесь, на Западе. Но много событий этому предшествует. Мы об этом говорим давно, наш президент говорил, западный президент, экс-президент. И такими грамотными, такими классными словами говорит президент Эстонии. Я хочу вам показать это видео, и на этом наш стрим сегодняшний я хочу закончить.
я вам представлю бывшего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса, который рассказывает о проблеме России и Запада, о коррупции западных политиков. Это займет вашего дорогого времени 12 минут. Но я вас уверяю, господа, дамы и господа, оно того стоит. Это невероятно по глубине и смыслу. И мы увидели этот момент, когда они об этом начали говорить. Спасибо, господин президент Эстонии. Спасибо всем, кто подводит к этому, доказывает и открывает глаза. Не обращайте внимания, что он говорит о Навальном. Навальный это такой... все знают, как я отношусь при всем при этом к Навальному. И это человек, который, может быть, перерастет из своего этого русского фашизма в нормального человека. Я очень на это надеюсь. Не перерастет, но и ничего страшного. Но не в этом дело. Дело в том, что о чем говорит этот рыцарь свободы, рыцарь духа, президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. На этом я свой стрим заканчиваю. Включаю вам президента Эстонии. И всего самого хорошего. Все будет ичкерия, дайлмула. Адикюэль машоль, дорогие друзья, братья и сестры. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. До свидания. Значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире. В этом году ее получил Алексей Навальный, но по понятным причинам на вручении присутствовать не мог. Вместо него на церемонию приехали Леонид Волков и Владимир Милов. Одним из выступивших с речью стал бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. История творится на наших глазах. Давайте послушаем, что он сказал. Мы собрались здесь, чтобы воздать почести Алексею Навальному. Человеку, которого преследовали, арестовывали, пытались убить ядом, бросали за решетку за то, что он встал поперек горла бандитской автократии, бодрой походкой, приближающейся к классическому тоталитарному типу правления. В чем его преступление? Только в том, что он мирными средствами, воплощая фундаментальное право каждого человека на свободу слова и самовыражения, бросил вызов режиму, скрепляющему силовиков, воров и убийц. История Навального не нова. В десятилетия, предшествовавшие коллапсу коммунизма, эта история повторялась вновь и вновь. Иосиф Бродский, Натан Щаранский, Александр Солженицын, Андрей Сахаров и сотни других подвергались преследованиям в настоящем Мордоре того времени — СССР. Однако есть и новые нюансы. В те годы, когда я еще работал молодым исследователем-аналитиком и затем руководителем эстонской службы «Радио Свобода», у нас на Западе была, по крайней мере, четкая уверенность в своем моральном праве противостоять темным советским силам на уровне правительств, парламентов, международных форумов. Парадоксально, но эта моральная отчетливость идеологически поддерживалась самими советами, занимавшими последовательную антикапиталистическую позицию. Невозможно было представить, чтобы комиссары Сталина или члены Политбюро Брежнева покупали себе виллы на Ривьере, лыжные шато в Сент-Морице, квартиры в небоскребе, принадлежащему американскому президенту, или доки для своих 100-метровых яхт в Сент-Тропе или Пирее. Для нас получать деньги от тоталитарных структур однозначно означало бы или взяточничество, или шпионаж, и в обоих случаях влекло бы за собой уголовное наказание и дружное общественное порицание. Сегодня либеральный демократический Запад утратил эту моральную ясность видения. Мы стали сообщниками преступников, фактически объединившись с врагами свободы, врагами просвещения, верховенства закона и прав человека. Мы стали пособниками падения России, разваливающейся под тяжестью воровства и коррупции. Но это приближает и наш конец. Поэтому в своем коротком приветствии Алексею Навальному я не стану делать акцент на его неоспоримых заслугах в деле разоблачения коррупции в России.
это будет звучать самодовольно и отдавать фальшивым чувствам нашего морального превосходства. Чтобы по-настоящему отдать должное усилиям Навального, мы должны в первую очередь твердо противостоять тому процессу гниения, который вовсю идет на нашем родном либеральном Западе. Этот смрад исходит от наших коррумпированных политиков и политических партий, от наших простодушных и жадных правительств и даже престижных университетов с вековыми традициями. Он исходит от бизнеса, который ставит интересы прибыли гораздо выше ценностей справедливости, правды и свободы. Он исходит от банкиров, юристов и финансистов, которые всегда готовы отмывать и грязные капиталы, и грязную репутацию. Эта коррупция — наша коррупция, которая позволяет и кремлевским боярам с их шестерками, и другим подобным режимам продолжать безнаказанно грабить и убивать. Леди и джентльмены, примерно 15 лет назад я невольно запустил в оборот новый термин «шредеризация». Я оставался его анонимным автором до тех пор, пока мой дорогой друг Эдвард Лукас не выдал меня в своей статье в «Экономист». Когда я покинул президентский офис, и авторство неологизма уже не имело значения. Über Geld spricht man nicht. Selbst wenn es mal hart auf hart kommt. Суффикс «зация» в замечательном гибком русском языке обозначает некие общие процессы и, в отличие от аналогичного английского «zation», имеет узнаваемое русское звучание, привязывая его к государству, которое эффективнее любого другого в сегодняшнем мире использует взяточничество. Многие другие режимы тоже не без греха в этом отношении. От Китая до Азербайджана, от Филиппин до Конго. Грязные деньги выжимаются и выбиваются у слабых и бесправных с тем, чтобы закачиваться в болото наших политических процессов и развращать нашу государственную систему. Будь то европейские парламентарии, отбеливающие и вопиющие нарушения прав человека на Кавказе, или ведущий британский университет, принимающий деньги от коммунистической партии Китая в обмен на отказ от публикации критических материалов о КНР в своих научных трудах. Западная ткань вся пронизана этой коррупцией. Что еще хуже, мы не можем даже говорить об этом открыто, опасаясь негативных юридических и финансовых последствий. Замечательной журналистке Кэтрин Белтон, автору шокирующей разоблачительной книги «Люди Путина», сейчас грозит тяжелейшее судебное разбирательство, инициированное встревоженной верхушкой режима. Цель этого процесса не только разорить автора, но и запугать всех остальных, кто рискнет расследовать тайную связь между силовиками, бизнесом, организованной преступностью и государственной властью, формирующими российскую правящую элиту. И дело тут может быть не только в алчности и в деньгах. Иногда это жажда власти. Вспомните, как фракция Европейской народной партии не стала исключать из своих рядов популистскую партию, несмотря на ее фундаментальную несовместимость с декларируемыми ценностями, только ради того, чтобы сохранить свое количественное присутствие в Европарламенте. Перечисление всех проявлений коррупции в западной практике заняло бы не один час, а дни, недели и целые годы. Леди и джентльмены, у нас нет времени ужасаться этой проблеме. Надо начать ее решать. Алексей Навальный получил свой нынешний срок по самому смехотворному поводу. За то, что не отметился вовремя, отбывая условный срок, при том, что в это время он приходил в себя после едва не ставшего фатальным отравления новичком. Однако, его реальные прегрешения перед властью — это серия расследований и разоблачений, в том числе касающиеся гротескно безвкусного трэш-дворца, построенного для кремлевского диктатора, и в точности повторяющего все убогие клише новоришей и самопальных царьков, от Трампа до Януковича. Впрочем, обвинения в безвкусице этих хапук не особо огорчают. Зато они очень боятся другого — недовольства населения, которое живет в бедности, как россияне, 40% которых экономят даже на еде при стремительно растущих ценах. Нам на Западе до их проблем дела нет. Мы просто принимаем ворованные деньги. Для меня все выглядит именно так, как будто мне просто очень везет практически в каждой... Сейчас я заработал уже
Уважаемые гости, в одной из своих последних книг «Собственность и свобода» покойный Ричард Пайпс, историк и крупнейший специалист по России и Советскому Союзу, достаточно полно объясняет то, почему не только российские олигархи и клептократы, но и элита всех автократических режимов стремятся хранить свои деньги на Западе. России это касается в наибольшей степени, поскольку страна эта жила по цивилизованным законам лишь очень недолгий период в своей истории, с февраля по октябрь 1917 года. Там, где отсутствует верховенство закона, где автократ легко может украсть или силой присвоить чужую собственность, его преследует страх кантовского категорического императива. В данном случае, что кто-то сделает с ним то, что он, движимый жаждой обогащения, совершил в отношении других. То есть попросту отберет награбленное. Поэтому единственный выход для них — это переправить свои нескромные сбережения туда, где закон действует, будь то Лондон или Дубай, Нью-Йорк или Таллин, куда угодно, где правовое государственное устройство предполагает, что деньги вкладчика заработаны трудом, а не прямым воровством и не выкачиванием их из недр или бюджета, что также является опосредственной формой воровства. Именно верховенство закона обеспечивало процветание Запада. Мы просто знаем, что никакие власти не могут незаконно отобрать нашу неприкосновенную собственность. Однако получается, что те же самые власти позволяют авторитарным режимам хранить у нас наворованные богатства и преследовать тех, кто, как Алексей Навальный, пытаются с этим безобразием бороться. Значит, необходимо менять наши собственные законы и практики. Британская система по расследованию богатств необъясненного происхождения должна распространиться на другие страны Запада и применяться более широко и более строго. Анонимные подставные компании, вроде тех, с помощью которых подручные главы русской, пусть и неправительственной мафии Семена Могилевича, покупали квартиры в башнях Трампа, должны быть поставлены вне закона. Гораздо более жесткие регуляции и визовые запреты должны быть приняты с тем, чтобы не позволять агентам ГРУ ФСБ проникать в Европу и выполнять преступные приказы. Аналогично, ограничения на въезд должны касаться и правительственных чиновников, вплоть до глав государств. Чем позволять убийцам и диверсантам свободно разгуливать по нашим странам, стоило бы привлечь к ответственности некоторых европейских чиновников, таких, например, как бывший министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделегер, который, чтобы ублажить Кремль, потребовал от австрийских пограничников отпустить затребованного Интерполом Михаила Головатова, заочно осужденного за убийство 13 литовцев. Или возьмите ту же Австрию, заблокировавшую на Совете Евросоюза санкции, которые не позволили бы Райффайзенбанку, крупнейшему кредитору диктатора Лукашенко, и дальше финансировать этот ужасающий режим. Как я уже отмечал, коррупция не знает границ. Наша собственная шредеризация, наши Франсуа Фионы и Карины Кнайсель, наши Липпонены и им подобные, кто, покинув правительственные структуры, тут же в погоне за наживой начинают трудиться на благо так называемых независимых энергетических компаний. А на самом деле компаний, которыми владеют и управляют клептократические режимы. Все они, перефразируя Ленина, покупают веревку, на которой сами же будут автократами повешены. Повторю, мы, европейцы, будем повешены, не они. И это еще одна важнейшая причина, по которой мы должны отдать дань уважения решимости и отваге Алексея Навального. Он демонстрирует россиянам и всему миру не только патологическое воровство и беззаконие в России, он также ставит зеркало перед нами, как соучастниками в преступлениях, помогающими выкачивать день за днем, миллион за миллионом из беднеющей России и ее бесправного народа. Эти евро и доллары комфортно оседают в карманах и на счетах наших собственных лидеров, банков, университетов, киностудий, политических партий и лоббистов. Лоббистов, врагов нашего открытого общества. Я хотел бы поблагодарить всех за внимание и сказать: надеюсь, что мы сможем что-то сделать для Алексея. Спасибо. Сейчас